Река Уса – одна из самых значительных рек республики. Места рядом с ней большей частью пустынные – царство оленей, куропаток, хариуса. Дорога наша лежит в деревне Роговая, что находится в Интинском районе, в 12 километрах от села Петрунь. Этот населенный пункт, возможно, ничем не отличается от всех остальных забытых, заброшенных коми-деревушек. Однако, как это ни странно, маленькая деревня имеет большую историю. По некоторым историческим документам, именно недалеко от этих мест располагался знаменитый Роговой городок. Первый документ, в котором описан этот городок, относится ко временам царя Василия Шуйского. В его грамоте, датируемой 1607 годом, Березовскому воеводе, где Роговый городок упоминается как город, основанный разбойными людьми, которые воровством своим не желают платить торговую пошлину в Москве, и основали на реке Уса свой торговый городок, в котором складируют контрабанду, то есть товар, который не облагается, опять же, пошлиной. И этот Роговый городок надо Березовскому воеводе с вооруженным отрядом посетить и взять с них со всех, конечно же, эту самую пошлину. В стародавние времена беспошлинная торговля в этих местах привлекала многих купцов – пустозерцев, пенежан, мезенцев. Бывали в Роговом городке даже английские торговые агенты. Так кто же основал город контрабандистов? Точного ответа на этот вопрос никто не знает. Есть мнение, что основоположниками городка были пустозерцы. Пустозерск – первый русский город за полярным кругом. Основан он осенью 1499 года по указу царя Ивана III. В течение почти 3 веков Пустозерск был административным центром Печорского края. Здесь располагалось свое воеводство. Население занималось рыбной ловлей, промыслом морского зверя и торговлей. Пустозерцы начали торговать по всему северу, вплоть даже до Груманта, то есть до Шпицбергена. Плавали их торговые корабли. Ну а по тундрам они торговали с Самоядью, с Зауральем. И в Москве, конечно, было крайне выгодно основывать везде всякие таможенные заставы, чтобы брать с купцов пустозерских, да не только пустозерских, торговую десятину, пошлину. Торговля в Роговом городке шла очень активно. Приезжие купцы интересовались пушниной, оленьим мясом, рыбой, моржовыми клыками. Чаще всего продавцами выступали немцы. Ну а русские и комизырянские торговцы предлагали в обмен то, что ценилось самоедью. Прежде всего железные изделия, разумеется, ножи, топоры. Есть несколько версий происхождения названия «Роговой городок». Первая связана с именем новгородского боярина Гюра Тыроговича. В конце XI века он направил торговую экспедицию за Урал. Дорога новгородцев лежала по рекам Вычегда, Вымь, Печора и Уса. Вторая версия происхождения Рогового городка – это рог, сюр по коми-языку. То есть, собственно, на коми-языке по существу можно сказать, что это был сюркар, или искаженно, если это шурышкар. В Заурале есть тоже такие поселения. Эта версия на сегодня основная. Ведь на Усе, в местечке Мамонтова-Курья, Мамон-Курья, что совсем рядом с деревней Роговая, местные жители часто находили бивни и кости мамонта. Один из правых притоков Усы по коми так и называется – Мамон-Ю – Мамонтовая река. В ее устье имеется целое кладбище костей мамонта. Некоторые экземпляры находок сохранились и хранятся в соседнем селе Петрунь, в местном музее. Есть еще и третья версия. Местные жители рассказали нам, что деревня стоит недалеко от слияния 2 рек – Большой и Малой Роговой. Если посмотреть сверху, соединяясь,
Реки образуют подобие рогов. Развитие торговли в роговом городке, выход товаров беспошлинно в Сибирь и Азию – это все не устраивало Москву. Место беспошлинной торговли в документах позднее 1614 года почти не упоминается. И если городок в былом значении исчез, то как населенный пункт он не пропал, а оставался одним из главных ориентиров для жителей тундры – оленеводов. Роговой городок стоял в устье речки Большая Роговая, где сходились ворги оленеводов. Здесь было удобно стоять лодкам, весеннее половодье, пережидая ледоход Усы, чтобы двигаться вверх, за камень, или вниз, в Печорские слободы. Даже сегодня, каждую весну и осень, оленеводы со своими стадами проходят через деревню. В материалах годом основания деревни Роговая значится 1860 год. Первыми поселенцами были выходцы из Ижмы, Мохчи, Варыша. До этого полноправными хозяевами здешних обширных земель были немцы-оленеводы. Здесь, на Печоре, комиженцы, вот они оттеснили немцев и на Усе, и в Печорской тундре, и в том числе даже и на островах Северного Ледовитого океана, в том же Колгуеве, паслись стада, принадлежащие комиженцам. Эти стада пасли, кстати, и самоеды. Получается, что они как бы попали в зависимость от комижемских оленеводов. Олени стада здесь кочевали, принадлежали не только, кстати, немцам, но и в собственности оленьих стад была в том числе и у такого отдаленного от этих мест монастыря, как, например, Вычегодский Троице-Стефановский мужской монастырь, находящийся в Ульянове. В архивных фондах этого монастыря я обнаружил документы, согласно которым монастырь обладал большим оленьим стадом как раз на Усе. В самом конце 19 столетия несколько десятков тысяч, может быть, даже 100 тысяч оленей принадлежало монастырю. То есть это тоже имеет какое-то отношение к истории Усы. В деревне Роговая никогда не проживало много людей. Только в начале 80-х прошлого века их количество достигло почти 200 человек. Тогда здесь была большая скотоводческая ферма, своя начальная школа и пекарня. Я работал пекарем. Хлеба пекли очень много. Даже в соседнее село отвозили. Клуба здесь нет. Детей с каждым годом все меньше и меньше. Сегодня здесь живет чуть больше полусотни человек. Работы нет, поэтому население в основном занимается натуральным хозяйством, охотой и рыбалкой. Рыбачим, само собой. Без этого не проживешь. Работы нет. На куропаток охотимся, на зайцев. Так и живем. Посторонние не приезжают, дороги нет. Иногда цыгане только наведываются. Пожилые женщины до сих пор одеваются в старинные сарафаны и японки. Наряды шьют сами. Будни в Роговой сильно отличаются от привычного всем нам уклада. Жизнь здесь словно остановилась. Если в холодное время до деревни можно добраться по так называемому зимнику, то в летнюю пору только по воде. Но в этом есть и свои плюсы. По мнению местных, меньше приезжих, целее и богаче угодья. А природа-матушка в этих краях благосклонна к человеку. О когда-то известном и гремевшем на весь Печорский край роговом городке местные жители не слышали. То ли коротка людская память, то ли он стоял вовсе не здесь, а где-то дальше по Усе. Ведь, как говорят некоторые историки, даже сейчас точное местонахождение торгового городка не определено.